Прошу всех встать. Прошу садиться. Садитесь. Заседание Конституционного суда объявляется открытым. Представитель Верховного суда и МВД, встаньте, пожалуйста. Я вам делаю замечание на первый раз, но на заседание Конституционного суда нужно уважать, да, этот высший судебный орган по конституционному контролю. Впредь прошу не опаздывать. Присаживайтесь. Заседание Конституционного суда будет проводиться на официальном языке в связи с ходатайством обращающейся стороны Мамбетказиева Адлета Урузбековича и ввиду отсутствия возражения постоянного представителя Джохор Кенеша в Конституционном суде. На заседании Конституционного суда рассматривается дело по обращению Мамбетказиева Адлета Урузбековича о проверке конституционности части 1 статьи 10 Закона Кыргызской Республики об амнистии в связи с 30-летием принятия Конституции Кыргызской Республики и 75-летием Всеобщей декларации прав человека от 9 февраля 2024 года номер 42 и статьи 93 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Заседание Конституционного суда проводится в составе председательствующего Сконбаева, судьи Айдарбековой, Бубукеевой, Дюшеева, Джолдошевой, Касымалиева, Кадырбаева, Шаршиналиева при секретаре судебного заседания Мамуталы Кызы Камилы. Камила, доложите о присутствии вызванных участников заседания. На судебном заседании присутствует с обращающей со стороны Мамбетказиев Адлет Урузбекович. Со стороны ответчика постоянный представитель Джохор Кенеша Кыргызской Республики в Конституционном суде Кыргызской Республики Осмонов Айдарбек Касымалиевич. Третьи лица. Постоянный представитель президента и Кабинета министров Кыргызской Республики в Конституционном суде Кыргызской Республики Молдобаев Алмазбек Тавалдыевич. Представитель Верховного суда Кыргызской Республики Абельдиева Эльвира Телековна. Представитель Генеральной прокуратуры Калгул Улу Бакыт. Второй представитель Байдылдаев Кумарбек Курманбекович опаздывает. Постоянный представитель Министерства юстиции Кыргызской Республики в Конституционном суде Кыргызской Республики Жаркынбаев Аязбек Долоспекович. Представитель Министерства внутренних дел Кыргызской Республики Баялиев Урмат Болотбекович. Представители Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики Бейшембаев Канат Тохторбекович, Курбанова Адинай Куванычбековна. Других вызванных участников судебного заседания не было. Документы. Изучите, пожалуйста. Мамбетказиев Адлет Урузбекович, пройдите к трибуне, представьте информацию о себе. Фамилию, имя, отчество, дату, место рождения, место жительства и место работы. Мамбетказиев Адлет Урузбекович, родился 8 июня 1992 года. Место жительства Чуйская область, город Токмок, уроженец Чуйской области. Работаю частным адвокатом Чуйской территориальной адвокатуры Кыргызской Республики. Присаживайтесь. Айдарбек Касымалиевич. Постоянный представитель Джохор Кенеша в Конституционном суде Осмонов Айдарбек Касымалиевич. Проживаю в городе Бишкек. Год рождения. Так, 1967 года. Угу. Год рождения. Место жительства. Так, проживаю в городе Бишкек. Угу. Присаживайтесь. Алмазбек Тавалдыевич. Представьте информацию о себе. Молдобаев Алмазбек Тавалдыевич, 9 февраля 1973 года, родился в городе Бишкек. Работаю постоянным представителем президента и Кабинета министров в Конституционном суде Кыргызской Республики. Проживаю. Присаживайтесь. Мусралиев Рашид Алмазбекович. Нету, да? Абельдиева Эльвира Телековна. Абельдиева Эльвира Телековна, 1979 года рождения, 10 апреля
проживаю город Бишкек, являюсь сотрудником, представителем от Верховного суда, заведующей отделом аппарата Верховного суда по работе законодательства. Присаживайтесь. Қалығұлы Бақыт. Қалығұлы Бақыт, 22 апреля 1981 года рождения, старший прокурор управления Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики, проживаю город Бишкек. Присаживайтесь. Жаркынбаев Аязбек Долозбекович. Яркмаев Айзбек Узбекович, 28 января 1977 года рождения. Проживаю в городе Бишкек, являюсь директором Института нормотворчества и верховенства права Кыргызской Республики при Министерстве юстиции. Присаживайтесь. Баялиев Урмат Болотбекович. 84 года рождения, проживаю в городе Бишкек, работаю в МВД начальником управления следственной службы. Представляю МВД. Присаживайтесь. Бейшембаев Канат Токторбекович. Бишимбаев Канат Токторбекович, 6 января 1987 года рождения. Проживаю в городе Бишкек, работаю в должности заместителя начальника Главного следственного управления ГКМ Кыргызской Республики. Присаживайтесь. Курбанова Динай Куанышбековна. Курбанова Дина Куанышбековна, 27 апреля 1997 года рождения, сотрудник Государственного комитета национальной безопасности, проживает по адресу город Бишкек. Присаживайтесь. Что у нас с документами, удостоверяющими личности, доверенность? Проблем нет? Вопросов нет? Мамбет Казиев Адилет Урозбекович, Осмонов Айдарбек Касымалевич. Встаньте, пожалуйста. Вам будут разъяснены ваши права и обязанности. В соответствии со статьей 34 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики вы имеете право ознакомиться с материалами дела, производить из них выписки, снимать копии, представлять доказательства, участвовать в исследовании доказательств, представлять свои доводы и соображения по всем возникающим в ходе процесса вопросам, выступать с заключительной речью. Также имеете право заявлять ходатайство, давать устные и письменные объяснения судьям, высказывать свое мнение по заявленным ходатайствам. Обращающаяся сторона имеет право изменить основание или предмет требований, увеличить или уменьшить их объем, отказаться от требований. Сторона-ответчик вправе признать их полностью или частично, либо возражать против них. Каждая сторона вправе представлять доказательства, доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основании своих требований и возражений. Вы обязаны добросовестно пользоваться своими правами, сообщение суду заведомо ложных сведений расценивать как неуважение к Конституционному суду и влечет ответственность по закону. Также в соответствии со статьей 39 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики вы вправе заявить отвод судье или судьям. Адлет Урзбекович, у вас есть заявление об отводе судьи или судей? Нет, не имеется. Включите микрофон. Микрофон включите. Надо изначально объяснять всем участникам. Я имею в виду вам, сотрудникам. Показывать, где включается, каким образом включается. Ведется стенограмма. Вам ясны ваши права и обязанности? Да, права и обязанности ясны. У вас есть заявление об отводе судьи или судей? Нет, на не каждый имеется. вопрос отвечайте отдельно. Хорошо? У вас есть дополнительные ходатайства? Нет, не имеется. Присаживайтесь. Айдарбек Касымалевич, вам ясны ваши права и обязанности? Да, ясно. У Суду вас доверяю. есть заявление об отводе судьи или судей? Нет, не имеется, доверяем. У вас есть дополнительные ходатайства? Нет, не имеется. Присаживайтесь. Переходим к